На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. 100,7 FM, 549 АМ. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном. Крымчане имеют право знать. И с вами снова радио Крым Реалии. С вами снова радио Крым Реалии. У микрофона Александр Янковский. Напоминаю, что теперь вы нас можете слушать с 7 утра и до 10 часов утра каждый день. На средних волнах на частоте 549 кГц 8:35 и 18:30 мы по-прежнему. Также в это же время можете слушать нас на частоте 100,7 FM на территории Крыма. Ну и, конечно же, смотреть прямые трансляции наших радиопрограмм на канале Крым Реалии в YouTube. Также можете заходить на наш сайт Крым Реалии, читать текстовые материалы, которые прозвучали у нас в эфире, ну и другие материалы, знаете, все не помещается в радиоэфир. Звоните нам бесплатно по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан. Ну а жители других украинских регионов могут присоединиться к беседе в студии по телефону 044 490 2905. И сейчас у нас следующие 25 минут мы будем говорить с гостем нашего эфира. Гость эфира. А гость эфира у нас Тарас Чухлип, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Тарас. Добрый день. Значит, для того, чтобы было нашим радиослушателям понятно, почему мы сегодня говорим, да, и о чем мы сегодня говорим, сейчас послушаем небольшую справку о той книге, которая будет представлена сегодня. Автор этой книги у нас в студии, но слушаем. 100 слов по теме. Украинский историк Тарас Чухлип сегодня представит свою монографию «Казаки и татары. Украино-Крымские союзы 1500-700-х годов». В книге приводится анализ политических отношений между украинцами и крымскими татарами в этот период истории. В своей монографии автор напоминает, что братские отношения с Крымским ханством играли важную роль в становлении и эволюции украинского государства, а татарский фактор был приоритетным во внешней политике гетьманщины. Тарас Чухлип известен своими научными работами про отношения украинцев с тюрками, Крымским ханством и Османской империей. Не раз он высказывал мнение о том, что в условиях оккупации полуострова России очень важно исследовать историю отношений украинцев и крымских татар. Тарас Чухлип, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Украины, автор более 400 научных и научно-популярных работ по истории Украины, России и Польши XVI-XVIII веков. 100 слов по теме. 9:38, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, в нашей студии Тарас Чухлип. Тарас, давайте так, вот первый самый главный вопрос, вот, который лично меня интересует как крымчанина. А появилась бы вот эта книга, которую вы презентуете сегодня, представляете сегодня, если бы не события 2014 года, если бы не российская аннексия украинского полуострова Крым? Ну, вопрос хороший. Вы знаете, сегодня проблема не только для граждан Украины, для крымских татар, украинцев и представителей других национальностей. Нарушаются международные соглашения, оккупируется часть украинской территории. Конечно, историки есть гражданами Украины. И эта книга была ответом, я честно скажу, ответом на российскую оккупацию Крыма. Хотя я долго исследую, начиная с 1990-х годов я исследую политику украинских гетьманов по отношению к Крымскому ханству. Еще в 1995 году у меня вышла статья, кстати, в Симферополе. Мы проводили конференцию «Крым и Украина», и вышла статья «Крымская политика украинских гетьманов во второй половине 17 века». Потом, исследуя историю украинско-крымских отношений в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Варшавы, Кракова, конечно, в украинских архивах, я написал такую статью, очень она большая, имела, так сказать, розголос українською мовою. Она называлась «Гетьман Петр Суховий вместе с Крымским ханством против России и Польши». О каком времени? Извините, о времени, да, я сразу
тем, кто нас слушает, скажу, что Петр Суховей или Суховеенко, он был гетьманом правобережной Украины в 1668-1669 году, и хан Адил-Гирей, как раз он был протектором Петра Суховея. Это был ответ на Андрусовское перемирие 1667 года, когда Россия и Польша поделила Украину по Днепру. Ну, до того времени мало знали о том, что украинцы, казаки, они противодействовали как Польше, так и России. Но если смотреть на то политическое состояние Украины, было очень мало воинских сил. И, конечно, нужно было приглашать соседей. Если Россия и Польша воевали против Украины, значит, приглашались или Крымское ханство, или Османская империя. Более известная история Петр Дорошенко, когда он пригласил османского султана, подписал договор. И ничего плохого в этом договоре не было. Османская империя должна была выбить присутствие россиян, ну, московитов, и выбить присутствие поляков, и обеспечить Петру Дорошенко нормальное такое государственное правление в форме гетьманата. Смотрите, Тарас, вы пишете, вот даже название вашей книги называется «Казаки и татары. Украинско-крымские союзы 1500-1700-х годов». Вот мы даже сейчас про какие-то события, которые произошли, например, там 2 или 3 года назад, не можем вот на 100% сказать с достоверностью, что это было именно так. А тут вы заглядываете в историю на 500 лет назад и пишете работу, что вот это было именно так. На основании каких документов? Ну, кто-то из великих сказал, что настоящая история – это есть история 500-летней давности, когда нету уже там пра-пра-пра, когда нету каких-то претензий один к одному, государств, народов и так далее. Личных каких-то, да, отношений. Личных отношений, вот, таких недружественных. Я писал, я уже сказал, я работал в архивах, и очень долго работал в архивах Польши, где развивалась османистика, где развивалась тюркология, в том числе и крымознавство. В Советском Союзе, в Украине это было запрещено делать. У нас тюркологические центры были в основном в Москве, туда собирали все лучшие силы, и там писалось, конечно, об отношениях там, Московского царства с Османской империей и так далее, и так далее. И вот в архиве главном в Варшаве я нашел фонд «Крымские татары», и там очень много документов относительно отношений между крымскими татарами и казаками в 17-18 столетии. Но хорошо, то есть вот эти документы, они существуют, да, Конечно, которые, да. Не знаю, письма, да, описания, какие-то дипломатические документы. Да. Насколько, тем более там в 16-17 веке, украинцы уже ощущали себя как такая, знаете, единая, может быть, даже не единая сила, а вот отдельная сила, то есть что они не относились ни к польскому государству, ни к московскому государству. Ну, мы можем сказать, что уже в начале 17 века, например, в Польше, если мы уже так близко говорим больше об этом государстве, там издавались законодательство их страны. То есть сеймы Речи Посполитой, они постоянно оговаривали разные проблемы, публиковали такие, вот, они еще тогда назывались конституциями, такие небольшие постановления, их печатали в своем таком издании «Вольюмина Легум». Это «Вольюмина Легум», оно и существует до сегодня, оно есть в интернете, можно заглянуть, единственное, там на латыни и на польском языке написано, и вот там 1600, например, 13 год. Пишут польские депутаты Сейма Речи Посполитой, что казаки с Украины, они не подчиняются ни польским королям, ни великим литовским князьям, ни османским султанам, и они действуют, как они захотят, самовольно. То есть, и дальше мы видим почти каждый год, что казаки действуют самовольно, они ходят в походы, они собирают дань там с тех территорий, которые должны польским королям подчиняться. То есть мы видим, что с начала 17 века, и это уже, если говорить о крымско-казацких договорах, отчетливо видно. В 1624 году, я договорю, чтобы не забыть мысль, в 1624 году войско Запорожское, оно подписывает договор с Шахин-Гиреем,
претендентом на крымский трон, что оно будет его поддерживать в этой борьбе за крымский трон. И в 1624 году гетьман Михаил Дорошенко, прадед Петра Дорошенко, о котором мы уже говорили, подписывает такую договоренность. Как это понимать? Если казаки были подчинены как будто польскому королю, а тут они сами без там влияния польского короля, без влияния Варшавы подписывает договор с Бахчисараем. Я поэтому и задавал этот вопрос, да, для того, чтобы стало понятно радиослушателям, что казаки представляли собой отдельную политическую силу, и вряд ли бы, допустим, тот же самый крымский хан стал бы подписывать договор с каким-то, ну не знаю, с какими-то просто людьми, а не с людьми, которые представляли из себя отдельную политическую силу или какое-то там отдельное государство на той или иной стадии развития. Кстати, чем закончилась вот этот знаменитый поход Дорошенко, ну, Михаила Дорошенко в Крым? 1627 уже год? Или... Да, 627-628 год. Тогда, к сожалению, не удалось сделать то, что замыслили Шахин-Гирей и Михаил Дорошенко. Более 1000 казаков, которые обороняли Бахчисарайский дворец от войск Ногайского, Мурзы, Кантемира, который выступил тогда против Крымского ханства. Тоже Ногайская орда выступала за, по сути, самостоятельность и напрямую хотели подчиняться османскому султану, а не крымскому хану. И шла такая междоусобная война на территории Крымского ханства, Северно-Причерноморья. И Михаил Дорошенко со своими казаками брал участие во многих битвах, и он там и нашел конец своей жизни. То есть он был убит. Гетьман, очевидно, об этом нужно говорить, об этой истории. Но можно говорить еще о том, что Богдан Хмельницкий тоже был в Бахчисарае и подписал постановление, оно более известно, с Ислам-Гиреем III. Мало того, Богдан Хмельницкий не единожды был в Бахчисарае. И вот как современники, крымские летописцы описывали эту историю, что как Богдан Хмельницкий пил чай с Исламом Гиреем. Это очень интересно, даже существует поэма об этой истории. Тимош Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого, он оставался в Бахчисарае долгое время как такой политический заложник. Ну, это было на то время очень такая история, когда другая страна должна была по отношению к той стране, с которой подписывал договоренность, они отправляли своих родственников в ту или иную страну, чтобы они были такие, политические заложники, и эти договоренности исполнялись. Димаш потом вернулся в Украину Да. с ним. Да, там другая уже была история. А давайте так, у меня есть вообще интересный вопрос. С чего вообще начинаются отношения политические Крымского ханства и Украины? Да, вот я так понимаю, что они не могли начаться раньше 1449 года, когда было образовано, собственно, вот Крымское ханство, а когда вот стали действительно, появились первые договора между Крымским ханством и Украиной. Вы знаете, вот где-то через 3-4 года Украина и крымские татары, мы можем праздновать 500-летие вот таких договоренностей между двумя странами или двумя народами. 1520 год? Да, в 1521 году Астафий Дашкович, это украинский староста, он был от Великого княжества Литовского, по сути, он имел такие полномочия, что мог подписывать сам договора, потому что он был черкасским, каневским старостом, это, по сути, было большое государство в государстве, он руководил казаками еще тогда разрозненными такими ватагами казаков, вот, и он подписал такой договор с Мехмед-Гиреем, и вместе они пошли на Астраханское ханство, отвоевывать Астраханское и Казанское ханство у московских царей. Так, то есть вообще интересный поворот. Это такая история. И потом еще состоялись еще два таких похода. Так, подождите, извините, давайте уточним. Да. Отвоевали? Повоевали хорошо Московское царство, писали, что вообще завоевали все города вплоть до Москвы, но потом отступили и не отвоевали. Еще был такой поход в 1531 и 1535 году. Они снова же таки только на короткое время
можно говорить, что они одержали победу, но потом отступили. Тарас, скажите, пожалуйста, в чем был интерес вот взаимный, да? В чем был интерес Украины к Крымскому ханству? В чем был интерес Крымского ханства по отношению к казакам, к украинцам? Ну, моя книга в основном о военно-политических договорах, их можно более 10 этих договоров насчитать, но были и торгово-экономические отношения. То есть была не только торговля, речь идет о военных не только союзах. о политике, не только о войнах, не только о дружественных союзах таких военно-политических, но и о торговых отношениях. Мы видим, что если говорить об истории консульской службы Украины, и вот сегодня в дипломатической академии там мы пишем такую книгу, то первая консульская служба по существу была в Бахчисарае, представители Запорожской сечи, казак, он в 1540-х годах исполнял такие обязанности, он следил за тем, как купцы Запорожской сечи приезжали в Крым, покупали там разные обмены или покупали разные товары, там рыбу, соль, везли на Запорожскую сечь, и снова же таки крымские татары, они тоже ездили на сечь, ездили в Украину, торговали, и мы можем сказать, что очень большая торговля была между этими странами. Даже Богдан Хмельницкий в 1650-х годах, у него была такая договоренность с турецким султаном, и мы видим в этом проекте договора между Богданом Хмельницким и турецким султаном Мехмедом IV Авджи, что представитель украинского гетьманата должен быть в Стамбуле и смотреть за тем, как торгуют украинцы-казаки вот этими товарами, которые поставлялись на Черное море, и дальше шли в порты Черного моря, и дальше шли в Европу там, и по всему миру. То есть он должен был следить за соблюдением прав, по большому счету, да, украинских купцов, которые были на тот момент в Стамбуле. Тем не менее, вот если, это там 16 век, 17 век, когда можно говорить о том, что вот когда заканчиваются отношения? То есть, всегда имеет начало, всегда имеет конец. Конечно. Было ликвидировано Российская империя и Крымское ханство, да, и Запорожская сечь. Почти одновременно. Мы знаем, Запорожская сечь была упразднена в 1775 году. Крымское ханство — это тоже Кючук-Кайнажирский мир 1774, потом 1783 год, смещение хана и так далее. То есть почти одновременно мы можем сказать, что и Крымское ханство, и украинские гетьманаты, Запорожская сечь, они были упразднены Российской империей. Вот. Российской империи уже не надо было та воинская сила казаков, хотя казаки не только выступали на стороне Российской империи, а мы знаем, что Петр Калнышевский, последний атаман Запорожской сечи, он пострадал в том числе и за то, что он, как в манифесте Екатерины II писалось, что он не хотел воевать с крымскими ханами, а хотел укладывать с ними союзы и не хотел с ними воевать. Это очень отслеживалось теми службами Российской империи. Они смотрели, что Запорожская сечь и Крымское ханство могут объединиться, и это будет очень большая сила на юге, и таким образом были упразднены эти государства. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим с Тарасом Чухлибовым, автором книги «Казаки и татары. Украинские и Крымские союзы 1500-1700-х годов». И презентация этой книги состоится сегодня в 13 часов. Да, в Крымском доме. Приглашаем всех. Это Крымский дом, который находится в Киеве. У нас сейчас на связи Сергей Громенко, крымский историк, кандидат исторических наук, один из авторов «Крым Реалий». Сергей, доброе утро. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Тарас. Тарас слышит. Сергей, такой очень интересный вопрос. Вот с точки зрения популяризации, что вот дает такое знание того, что происходило 300-500 лет назад для сегодняшней ситуации? Пожалуй, начнем с того, что если принять там все крымско-украинские отношения в эти годы, конечно, за такой круг в 100%, то из него мы видим, что 25%, четверть этого круга, это черная легенда, которая сосредоточена исключительно на набегах, разорениях, грабежах и тому подобных эпитетах, которые употребляются в советской и в российской пропаганде по отношению к военным операциям Крымского ханства против Украины. И еще 25% это это великие героические походы,
запорожских казаков, для освобождения пленников, восстановления справедливости и славы казацкой. И это, в принципе, тоже можно прочитать в учебниках, правда, уже в других. А вот еще 50% о союзах между казаками и крымскими татарами практически никто никогда не упоминал. Причина очень проста. После депортации крымских татар в 1944 году состоялась в 1952 году объединенная сессия Академии наук в Симферополе, в результате которой в советской историографии было принято считать, что крымские татары – это народ-паразит, крымское ханство, значит, разбойничье гнездо, и ничего доброго они нести не могли про себя другим народам. И поэтому вот этот вот стереотип о разбойниках крымских татарах, он очень сильно вплетен в канву мифа о том, что Крым – это исконно русская земля, и без правильного, вдумчивого, всестороннего анализа именно крымско-украинских отношений и с хорошей, и с плохой стороны невозможно опровергнуть вот этот вот миф, о котором я говорю. Иначе получается так, что у нас есть исключительно хорошие русские, исключительно плохие татары, а от этого один шаг до оправдания аннексии Крыма России. Поэтому, как бы далеко мы не забирались вглубь истории, мы все равно находим элементы мифа про Крым наш, с которыми нужно сражаться. Спасибо. Сергей Громенко, крымский историк, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии, 9:56. У нас еще несколько минут в эфире. Напомню, что гость нашей студии Тарас Чухлиб. Тарас, скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что история не знает сослагательных наклонений. Но, тем не менее, вот если бы события например, в 18 веке развивались бы по другими. Вот был шанс тогда у запорожских казаков, у крымского ханства остаться в истории, остаться, таки государственными образованиями или нет? Ну, почему не знать сослагательного наклонения, я бы тут поспорил, потому что сегодня очень такая модная, если сказать, модный метод альтернативной истории в Европе, в Америке, в Польше и в той же России. Мы можем сказать, если Крымское ханство и Запорожская сечь, украинский гетьманат, они объединились на то время, была бы такая своеобразная федерация, Украина-Крымская или Казацкая, там, Ордынская федерация, как, например, Речь Посполитая. Почему бы и нет? Да, как Польско-Литовская федерация, Речь Посполитая, она основывалась на Люблинской унии в 1569 году против, опять же, Московского царства, против той России. Ну, не случилось так. Со многих причин так не случилось, но если бы так было, я думаю, это бы было очень мощное государство, оно просуществовало, может быть, и недолго, но лет бы 200-300 оно просуществовало, и история уже Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, она бы двигалась совсем по-другому. Хорошо, но есть еще один момент, как мне кажется, важный. Да? Вот после того, как была ликвидирована и Запорожская сечь, и Крымское ханство, на самом деле тогда Российская империя, она делает все для того, чтобы как бы искоренить вообще историческую память, да? всего того, что происходило. И возвращаясь к началу самого нашего разговора, вот эти самые документы в российских архивах, я не знаю, про тогдашние отношения между крымскими ханами, украинскими гетманами и просто казаками, они вообще в открытом доступе находятся? Или у них тоже здесь, как и на документы, там, не знаю, 20 века, здесь есть определенные ограничения? Если говорить о Российском государственном архиве древних актов, это открыто, но для историков. Если говорить об архиве внешних сношений России, то это даже для историка очень сложно добыть эти документы. Даже 500 лет назад что было. Да, очень сложно, тем более сейчас. Для украинских историков это большая проблема. Большая проблема к этим документам иметь доступ. Хотя мы работали в 90-х годах, в начале 2000-х годов, работали с этими российскими многими документами. Там есть, например, фонд «Крымские дела», где тысячи и тысячи документов посвящены вот тому, о чем я писал. Ну, это отображено у меня в книге. Книга на достаточных источниках написана. Там есть дополнение, где договора между Крымом и Украиной в 16-17 веке опубликованы. То есть приглашаем всех читать эту книгу, и вы увидите, что украинские историки, они работают
украинские историки тоже переживают за то, чтобы Крым был наш, то есть украинский. Спасибо, Тарас. Напомню, что сегодня будет в 13 часов презентация этой новой книги об отношениях Украины и Крымского ханства. Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся теперь уже завтра. Напомню, что теперь мы работаем Радио Крым Реалии с 7 до 10 часов утра. Всего вам доброго и хорошего дня.